Дербент – яркий пример мирного проживания народов различных конфессий и национальностей. В городе неподвластным векам и сегодня царит уважительное отношение к представителям разных вероисповеданий и культур. Межрегиональный историко-патриотический форум «Наследие предков», организатором которого является Федеральная лезгинская национально-культурная автономия, проходит в Дербенте уже второй раз. На сей раз основной его темой стало культурное наследие народов Дагестана и всей России. Испокон веков в Дербенте царила такая атмосфера дружелюбия, атмосфера братства. Я думаю, что это знаменательно, что именно в Дербенте проводится форум «Наследие предков». Вы знаете, форум, несмотря на то, что сейчас такая ситуация у нас в стране, да, я думаю, что это очень своевременно. Еще раз подчеркнуть, еще раз напомнить, да, что именно вот что нас держит, многонациональную Россию, многоконфессиональную, это единство в многообразии. Я думаю, что вот это добрососедство, в котором живут народы России, народы Северного Кавказа, что это оно всегда останется, этого не убить. Это живет в наших поколениях, и это как раз-таки нам и досталось от наших предков. Такие форумы, они всегда востребованы, они всегда общественно значимы, потому что позволяют всех участников процесса сохранения этого наследия, как-то собравшись вместе, сверить часы, наметить те пути, обобщить опыт, выявить все достижения, которые позволят продвигаться в этом направлении еще более эффективно. В последнее время очень много есть организаций, им просто огромная благодарность, которые стараются привлечь внимание молодежи. Это особенность, хочу отметить, Федеральную лезгинскую национальную культурную автономию. Она действительно, на самом деле, делает очень много, чтобы привлечь. Вот, допустим, в 22 числа июня месяца, это, по-моему, несколько месяцев назад, в Москве Федеральная лезгинская национальная культурная автономия организовала действительно такую конференцию касаемо изучаемого периода, 18 век, первая половина, деятельности Хаджи Дауда. И там выявилось более 200, оказывается, документов, которые содержат в том, что Хаджи Дауд был настроен пророссийски. И это было действительно открытие более 200 новых документов в Османском архиве. Правильно сказал великий Расул Гамзатов, юбилей, которого, точнее, столетием будем отмечать в следующем году, вся страна. Если я услышу то, что мой язык умрет, допустим, завтра, то я готов умереть сегодня. Язык – душа народа. К сожалению, большая часть национальных языков числится в списке вымирающих, а Национальный театр выполняет миссию сохранения родного слова, и к наследию своему лезгинский театр относится трепетно. Лезгинский театр очень бережно относится к наследию наших предков. Мы собираем, изучаем, пропагандируем его, популяризируем. И большая работа ведется в этом направлении. Например, мы ежегодно проводим фестивали, конкурсы лезгинского языка и литературы, отмечаем юбилей выдающихся деятелей лезгинской культуры и науки. И, естественно, мы ежегодно ставим высокоидейные но художественные спектакли, которые отражают судьбу человека в нашем изменчивом мире, но соответствующие требованиям современного мира. Кажется, время здесь застыло. О том, что мы все-таки в 21 веке, напоминают спутниковые тарелки на крышах и балконах домов. Организаторы форума уже второй год показывают родной город приезжим. Местные жители говорят, что тот, кто не побывал в цитадели Нарын-Кала, не был в Дербенте. Эта знаменитая древняя дербентская крепость, которая превратила в город в закрытые ворота, возвышается над Дербентом с горы. Ее двойные стены, которые спускались к самому Каспию, позволяли полностью контролировать узкий прибрежный проход от моря на юг к Персии. Внутри сохранились резервуары для воды на случай осады, ханские бани и канцелярия XVIII века, которую сегодня занимает музей «Древний Дербент».
Сегодня уроженцы Дагестана проживают в разных уголках мира, но даже на чужбине не забывают о родине, посвящают ей стихи, чтят национальные традиции. Мирьям стала участником еще год назад, и наследие предков для нее главный форум. Она всегда выделяется из толпы и неизбежно привлекает к себе внимание. В таком виде ходили в свои лучшие времена рутулки. Рутульцы – самобытный маленький народ Дагестана с большой историей. Дружба народов – понятие более глубокое. Оно отражает не просто необходимость как-то терпеть, уживаться друг с другом, а взаимодействовать, взаимообогащаться. Для Дагестана это не просто какой-то там пункт на бумаге, к которому надо стремиться, это образ жизни. Просто без этого такой конгломерат народов не прожил бы. То есть они распались бы и не смогли бы никакое вторжение отразить, никакую культуру общую, экономику создать. То есть это образ жизни, часть дагестанского образа жизни. И, собственно, сегодня, проводя этот форум, посвященный культурному наследию, в том числе культурному наследию народов Дагестана, но и всех народов России, мы подчеркиваем это единство, эту самобытность. И в наших докладах наших экспертов звучат рассказы о объектах культурного наследия со всего Дагестана, о проблемах как материального, так и нематериального культурного наследия и о том, как их можно будет решить. Сближению народов Дагестана способствовало и то обстоятельство, что у них укоренилась традиция смешанного проживания. Вековое добрососедство и совместное проживание стало национальной чертой горцев, а действенным фактором укрепления дружбы народов стало гостеприимство. Иногда Дербент сравнивают с таким мини-Иерусалимом, потому что здесь тысячелетиями в содружестве, в мире живут, трудятся, учатся разные народы, разных конфессий. Такого рода мероприятия очень важны. И сегодня в том числе, поскольку само название «Возвращение к предкам», к истокам, к истории, оно должно еще раз наталкивать, брать некие уроки из нашего исторического прошлого, чтобы нынешнее поколение и будущее знали о нашем прошлом, о нашем героическом прошлом. Наша многонациональная страна объединяет в себе разные народы с их культурой и традициями. И от того, какое понятие вносит наследие предков каждый из нас, зависит наше светлое завтра и мирное существование сегодня. Эти 3 дня стали для всех причастных к мероприятию еще одним поводом напомнить обществу о необходимости сбережения всемирного культурного наследия, которое создано усилиями многих народов за всю историю человечества. Весь вечер мы беседовали за столом, чтобы память о Дербенте сохранилась надолго, как минимум до следующего форума.